идея Гагаузской республики, я повторяю, я не берусь тут ее опровергать, критиковать, но она стала таким расхожим стереотипом среди наших сограждан гагаузской национальности. И когда закон 1994 года писали, то это был, наверное, попытка обоюдного обмана. Кишинев пытался идею республики свести к автономии культурно-национальной, не говоря это, да? А те, которые со стороны Камрата, условно говоря, вели переговоры с Кишиневым, они подразумевали, автономия – это наша государственность. И даже пресловутые юристы, которые живут в Камрате, не буду называть имена, утверждают, что это никакой не ординарный закон, ну, органический закон, точнее, да, а это политический договор о вхождении Гагаузской республики в состав Республики Молдова, что является абсолютной нелепостью с учетом того, что 29 июня 1994 года была принята Конституция Республики Молдова, которая объявляет Республику Молдова унитарным государством. То есть и ни о каком вхождении другого государства в состав Молдовы не может быть и речи. Но я повторяю, в отсутствии диалога, в отсутствии самоизоляции гагаузской автономии получился такой закрытый объем, где определенный круг лиц пытается продемонстрировать свой лжепатриотизм, повторяя одни и те же кричалки на протяжении многих лет. У нас забирают полномочия. Желтая зараза хочет уничтожить автономию. Ну и так далее и тому подобное. Да, закон игнорируется. Конечно, и те аграрии, которые были во власти, от великого ума, там был принят нормативный акт, который предусматривал, что все законодательство Республики Молдова должно подгоняться под закон об особом юридическом статусе гагаузской автономии. Но здесь, я повторяю, вместо того, чтобы наши сограждане, которые живут в гагаузской автономии, они занялись вот именно тем, чтобы сохранять, развивать родной язык, чтобы он все больше и больше утверждался в общественной жизни, в официальной сфере, в образовательной системе. Вот получилась вот такая песня.